нас постерная сессия. Ребята много как оформили, но в основном это очень такой свободный стиль оформления был, который требует, естественно, больших усилий для того, чтобы они превратились в настоящие научные постеры. И в этом плане нашим ребятам еще много предстоит сделать, отработать, и чтобы было это все интересно, в конце концов стало таким стандартным постером, который можно выставлять на международных разных, значит, организациях, мероприятиях, конференциях такого же типа. Наша команда разработала портал, который будет помогать организациям и их участникам намного эффективнее работать вместе. Впервые мы показали этот проект на хакатоне, в котором был эксперт, генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Владимир Егоров. Он нам дал советы насчет того, как компании должны работать, насчет того, как участники должны общаться с компаниями и как вообще развивать дальше проект. Нам это помогло, и сейчас мы выступаем с обновленной версией, которая уже учитывает эти аспекты. Людям будет просто хорошо и удобно зайти на наш ресурс, зарегистрироваться в нем и увидеть то, что абсолютно все мероприятия сейчас находятся на нем. Моя тема называется «Речевой портрет главного героя» из повести Павла Санаева. Моя тема заключается в том, что я рассказываю про одного именно персонажа и подробно его разбираю. Можно это выяснить через именно речь, потому что то, как человек орудует своим языком, это уже является показателем того, какой он. Сейчас очень активно развивается направление возвращаемых ракет-носителей. Россия до сих пор использует традиционные, но они сравнительно невыгодные, потому что все это строится долго, но сгорает очень быстро и экономически невыгодно, и для экологии вредно. Поэтому сейчас мы сделали модель «Возвращаем ракеты-носители». Я очень интересуюсь ракетостроением и болею за российскую индустрию, поэтому я решил попробовать. Шахматные стратегии в бизнесе. Получается, вы всесторонне развиваетесь, учитесь играть в шахматы. Можете как-нибудь подкачать составление бизнес-плана, получается ринкан всякое разное. Вы сможете нормально так определять целевую аудиторию после прохождения визуальной новеллы. Да. Поскольку у нас есть несколько различных продуктов, во-первых, это задачи кеши, соответственно, и, соответственно, сам сайт. И получается третий продукт – это визуальная новелла. Ее создала Милана. Получается, я разработала игру, сама написала код, отрисовывала фоны персонажей, прописывала диалоги и разные концовки, соответственно. По сравнению с 2018 годом, я считаю, что даже, может быть, лучше стало. Потому что даже, скажем, качество полиграфии стало лучше по сравнению с тем, что было 4 года назад. И дети как-то стали лучше делать постеры. Мы хотим Science Fair проводить каждый год. Это очень важно, потому что если мы будем проводить каждый год, то мы будем включены в таблицу и так называемый график международных мероприятий такого уровня, как Science Fair. И тогда мы можем действительно заявить, что мы стали частью такого сообщества различных Science Fair'ов, и в результате у нас получится очень хорошая такая, возможность отправлять наших детей на самые лучшие конференции такого уровня. Здесь можно догадаться по подписи к рисунку, что это. А вообще, что растет в этом периоде? Вот все эти цели: получше узнать предмет, который проходит в школе, используя свою любовь к рыбалке, помочь пациентам в госпиталях лечиться, помочь своей маме в процессе ее выздоровления. Это все здорово, это реально, это живые цели науки. Наука существует во многом для этого. И мне очень нравится, что эти ребята очень профессионально сделали стенды. Могу вам сказать, что эти стенды по своему уровню вполне сопоставимы с теми, которые взрослые люди показывают на научных конференциях. И я, честно говоря, потрясен, потому что республика имеет очень маленькое население, всего 1 миллион человек. Это как 1 микрорайон Москвы. Но сколько же здесь талантливых ученых, художников, потрясающих, абсолютно мирового уровня.
и какие талантливые у вас молодые. Вот мне кажется, что здесь очень много обращают внимание на взращивание талантливой молодежи, и это абсолютно правильно. Низкий вам поклон за это.